получается вот этим вот наваливать с той стороны и полностью еще. То есть это потом зальется бетоном, и 7 дней нужно минимум. Да, бетоном заливают, утрамбовывают, и необходимо хотя бы 10 дней выдержать для того, чтобы бетон набрал 70% прочности. Все, после этого уже закрывают сверху формационный шов, и можно будет проводить. То есть ориентировочно где-то к 26 числу уже движение будет. 26 где-то 28. Все зависит от того, то есть планируем где-то, если все нормально будет, то в субботу, в субботу мы уже произвели бетонные работы, залить. Вот, и от этого числа уже необходимо 10 дней считать. Деформация начала появляться буквально за несколько дней до того, как приступили к работам. То есть в экстренном порядке дорожное агентство эти работы организовало. Если бы еще несколько дней, то мы бы вообще могли остаться с вами без моста. Поэтому ждать было нельзя. Значит, в тот день, когда уже было определено, что работы необходимо проводить, соответственно, информация сразу во все средства массовой информации была направлена. А чем обусловлена такая расстановка светофоров? Говорят, что лучше бы поставить непосредственно перед участком. Но, к сожалению, непосредственно перед участком нельзя их ставить, потому что мы с вами видим, что вся колонна у нас будет тогда располагаться на мосту. А общая масса моста нашего, который выдерживает нагрузку, это 120 тонн. То есть вы представляете, если у нас 2 лесовоза встанет, здесь будет ждать зеленого сигнала, еще 2 машины поедут по встречной полосе, и мост просто разрушится. Поэтому, к сожалению, оно будет работать так, как сейчас организовано. Здесь мы поработаем еще в тестовом режиме, сейчас смотрим, как у нас нужно отрегулировать интенсивность проезда. То есть здесь по временному интервалу посмотрим, и я думаю, что корректировки сделаем. Но уже видно сегодня, что ситуация изменилась. Вчера, если у нас весь город, можно сказать, что в данном направлении стоял, сегодня уже, как видно, пробки незначительные. Заторы транспорта, в принципе, позволяют уже проезжать без задержек. Ну, 5-10 минут, я думаю, что это все-таки для водителей, те, которые по этому мосту будут в течение следующего года и последующих лет двигаться, это нормально. Как будет организовано движение все-таки, чтобы такой коллапс не повторился? Значит, ну, во-первых, мы в час пик сюда подтянем экипажи ГИБДД, поможем дорожным рабочим отрегулировать движение. Я думаю, что с учетом участия наших сотрудников удастся эту проблему снять. Все-таки решим этот вопрос. В мае уже производились ремонтные работы, на месяц было закрыто движение. Почему снова? Когда не доделали или что произошло? Работы производились в конце апреля 2015 года, и работы были выполнены аналогично. Необходимо было также выдержать определенный интервал в 10 дней для того, чтобы бетон набрал прочность. Но поступило предписание от ГИБДД, и это было накануне 1 мая, то есть праздничных дней. И нам было предписано открыть движение. Движение было открыто, но вот в связи с тем, что бетон не набрал достаточной прочности, вот возникли эти разрушения деформации. То есть сейчас полностью бетон здесь? Но тот бетон, который был уложен, да, он разрушен, поврежден. То есть в этом случае, теперь мы будем как бы строго настаивать на этих сроках, да, не менее 10 дней. То есть хочу сказать пользователям всех дорог, чтобы немного потерпели, хотя вот этот срок они выдержат.